Ну видели, когда я открываю, дым выходит очень сильно. Это тяга маленькая получается из-за того, что труба диаметр нужен больше. Вот так. А так сам по себе, когда он топится, все нормально. Даже тяга хорошая приходится иногда бывает закрывать. А вот когда при открывании двери там дым выходит, потому что не успевает, ну, какой-то процесс идет, что вот не успевает тянуть. Все горит нормально, топится. Котелок я вынес. Вон там уже на костре. Ветер более-менее успокоился, и знаете, сейчас стало намного, ну, кудяйда, намного веселее на улице. Жару много, хоть шашлыки жар. О, закипело уже все. Сейчас я быстренько. Так, ложку надо еще. Уйди. Ложку, кошку. Быстренько замутим мы суп. Так. Стол такой у меня сейчас. В середине гниль. Полевая кухня. Полевая кухня. Таежная. В первую очередь лук туда закинем. А потом уже консервы. Консервы буквально там 2 минуты и готово будет. А лук он подольше. Ну, вот так вот. Ништяк. Вот такие консервы, ребят. В масле. Вкус обалденный. Ложку забыли. Тут даже печень. Вкусно. Сейчас попробуем, что за суп получится. Самое главное в этом деле в ухе, вот сейчас вот немножко ветер, порывы есть, и ветром поднимает с костра золу вот эти. Вот эта приправа, естественная приправа будет с дымком, супец. Вот так. Ну и по вкусу еще добавим соли. Угу. Я бы сказал, даже вкусный.
Картошка уже мягкая. Суп поспевает с дымком. Получился. Обалдеть. Пока комаров нету, птицы поют. Суп на костре. Дым из трубы. Это фантастика. Прям вообще идеально. А в июне уже у нас не много, а очень-очень много комаров будет. И невозможно будет находиться в тайге. Ну, можно, но от этого кайфа уже не будешь получать. А сейчас, вот в данный момент, пока нету комаров, надо ходить по ходу. Да. Суп вполне созрел. Убираем, обедаем. Завтрак с обедом будет. И дальше будем ходить, бродить, смотреть, что творится в природе, где что затопило, как обстоят дела. Ну вот. Сейчас сперва надо собаки покушать и готовить. Нормальной посуды пока нету. Что было, уплыли. Так, что я хотел тут. Мощная поварешка. Так. Ну, хлеб и суп еще разбавлю, потому что когда сухомятку хлеб даю, айда прячет, не ест. Сейчас я ей положу и пусть сейчас стынет. Она вообще мало ест. Я не знаю почему так. Тулан более-менее, у Тулана аппетит лучше. Вот. Ну и еще супец добавлю. Ну вот. Ну и да. Сейчас подожди. Горячо. Не спеши. Ах. Инсочи, горячо. Я тебе говорю горячо. Потерпи. Ну-ка. Ну-ка иди. Нормально уже. Чай, ешь. Ни гусей, ни уток, ни выстрелов, ничего нету. Тишина, полный штиль. Так-то, в принципе, охотники сейчас, наверное, отдыхают. Они всю ночь охотятся, а днем они отдыхают. Но все равно тишина. Ни одного взлета, падения. Ну вот. Вкусная. Вкусный суп. Сейчас и мы тоже попробуем. Так. Ну, собака вроде понравилась. С удовольствием ест. Я прямо из котелка буду тоже кушать. И так, эту поварешку надо помыть.
Сейчас чайник был на печке. Там кипел он. Вот так. Еще дым. Еще дым. Комарья уже летает. Крупные. Первые комары, они крупные, злые. К осени они становятся помельче. Ну и мошкары больше, конечно. Не буду обманывать, ребят. Вкусно получилось. Ничего лишнего. Да и сам по себе консервы неплохие. Потому что там рыба. Тушенка это уже, как сказать, кот в мешке. Там бывает тушенка, этикетка хорошая, она попадет тушенка, что там мяса вообще нету. А рыбные консервы, хоть в большинстве случаев она плотно наложенная рыба, полная банка. Тоже они сейчас, не скажу, что из дешевых рыбных консервы, но суп делает хорошо. Так что сейчас буду я есть суп из консервов, из рыбных консервов. Это не уха. Ну, можно так сказать, и уха из консервов. Вот. Обалденно вкусно. Обалдеть. Как же здорово тут. С того времени, как я чистил картошку, ну вот, чистили картошку, сварили суп, поели, и я отмечал этот уровень воды.
И примерно 3 сантиметра уже вода опять ушла. Быстро на глазах вот уходит вода. Как пришла, так и уходит. За целый день, наверное, сантиметров 15 сегодня уйдет. Не меньше. Давайте сходим к самогонному аппарату. 2 бутылки в запасе у нас. Что там накапало, перельем сюда. И будет в гостиниц домой отвезем. Блин, айда. Полторашка-то должна уже набраться. Ого, видишь. Дофига. Уже почти кастрюля полная. Ой, вон она. Этого добра хватает у нас. Проблем с ним нету. Видели? Одна бутылка уже есть. Вот так вот. Не знаю, какая-то польза от этого есть, нету. Я не скажу, что это уже супер-пупер лекарственная настойка какая-то. Но для интереса просто вот весна. И почему бы и не набрать. Все. Пусть дальше капает. Сейчас посмотрим. Второе дерево сколько воды нам дала деревного сока. Некоторые даже собирают в запас, хранят как-то, умудряются хранить и употребляют летом. Здесь тоже вон полный котелок. Вот так вот. Чистая. Чистая вода с пеной. Немножко мусор там попал.
мусора с дерева там падает. Как назло еще попадает в бутылку. Ну вот. Получается 3 литра уже мы набрали. Вот такое дело. Пробовать вообще, как он на вкус-то. Я не фанат этого, но обычная вода. Не знаю, почему так хвалят его. Фиг знает. Чуть-чуть воняет, не воняет, а чуть-чуть есть вкус березы, дерева березы. Если от сосны шла эта вода, была бы вкус сосны, а это вкус дерева березы идет. А так обычная вода. От этого пользы, я думаю, никакого нет. Из него чай очень вкусно, так с привкусом вот этого самой березы. Если с этой воды скипятить чай, получается чай со вкусом березы. Вот, ну, неплохой. Ну, пусть капает, набирается. Если есть где-то бутылка, я еще наберу, может, дома попьем. Вот так вот. Давно хотел набрать соку березового. Да и подписчики не раз спрашивали, когда я пойду березовый сок собирать. Ну, вот набрали. Она еще. Вон одна бутылка есть. Вот еще бутылки. В принципе, может еще наберу, а так хватит, вполне достаточно. Сейчас я, ребята, закинул 2 полена, там сырых, вот тут лежали, они сырые вообще, жуть как, сами понимаете. И сейчас я переплыву вон туда, на тот берег, по дороге там сходим, посмотрим ситуацию, там озеро, на озеро сейчас сходим, собаку тоже буду брать, пускай вместе побродит. И глянем, что-то кто-то есть, нету, я буду манить утку. Ну, факт, там кряква есть. Они есть там, но подлетят или нет. Айда, давай, Муна. Думает еще, блин. Так. Покемон. Сейчас сюда ельцы зашли, наверное. 100 пудов, если сетку закинуть, сразу попадут.
Вот. Ружье тоже возьмем. Да? Да. Спрашивали про ружье. Обычное ружье 20-й калибр. 58-го года рождения. Очень легкий, компактный. Тоненький ствол. Не тяжелый он. Также спрашивали, какие патроны. Вот. Заряжаю вот такими патронами. Обычные. Порох Сокол 1.6. 2 пыжа. Снизу на порохе у меня картоновая прокладка, 2 пыжа, древесно-волокнистые или что там. Потом опять картонный, прокладка картонная. Снизу, сверху получается дробь. И сверху вот там для дроби там какая-то вот пластмассовая фигнюшка. И хорошо держит дробь. Все. 5-й номер. Самый ходовой дробь. Это 5 на уток. Не заморачиваюсь на какую-то разную птицу, скажем, разную дробь там заряжать. Это баловство одно. Ну вот. Все залито тут. Ну вон. Все капитально залито. Там вообще дорога в воде. Хрен пройдешь, проедешь. Снеги еще тут. Воды моря. Ну вот такое озеро. Это даже, думаю, километров 7. Летом высыхает, там островки. Остаются водоем еще. Так. И тут у меня манок был. Сейчас крякнем пару раз. Разбудим кряквы. Есть, нету они тут. Не откликаются. Так-то они тут есть. Куда они делись?
чего стоит эта супная вода, сыры. Да и переход там посмотрю, какие там, кое-чего там посмотрю, мне надо. Рыбара.